5 часов утра, но член Союза фотохудожников России Фаиль Абсатаров уже на ногах. Ему важно запечатлеть березовую рощу в утреннем тумане. Все это происходит в Бурзянском районе на территории Национального парка Башкирия в рамках фототура, организованного Башкирским региональным отделением Русского географического общества и дирекцией по особо охраняемым территориям Республики Башкортостан. В прошлом году подобный фототур прошел в Кугартинском районе, Мурадымовском ущелье. На этот раз объектом съемок выбраны окрестности села Иргизлы. Природа очень красивая. В Мурадымовском ущелье своя природа, здесь своя природа. Они отличаются. В каждом месте своя природа. Надо каждое место посещать и наблюдать. Но здесь это мне что-то больше понравилось. Утренний туман. С утра все, туман селится, все сказочно. Ну, просто красиво, здорово. Рекомендую посетить Иргизлы. С утра походить, в 5 утра встать, не полениться. Лучше днем поспать. Днем это не съемочный день. Лучше всего вечером и с утра. Ну, здорово, очень красиво. Свои работы фотохудожники представят на конкурс «Живая природа Башкортостана». Он проводится в республике с 2010 года. В конкурсе принимают участие не только признанные мастера художественной фотографии, но и начинающие фотографы. В этом году собрались в основном только профессиональные фотографы. Профессионалы, можно сказать, на высоком уровне. И мы приехали сюда в составе 8 человек. Мы увидели здесь, в первую очередь, конечно, природу Национального парка Башкирии. В скором времени мы увидим новые фотоработы наших профессиональных фотографов. Вся эта поездка была посвящена фотоконкурсу «Живая природа Башкортостана-2018». Этот конкурс продолжается еще до конца октября. И у нас еще одна поездка должна быть в Салаватский район. И фототур будет посвящен геопарку Янгантау. В национальном парке участники фототура, фотохудожники из Уфы, Нефтекамска и Сибая посетили Антонову поляну, сняли знаменитые скалы на берегу Агидели, забрались на Лысую гору. Ее высота над уровнем моря составляет 400 метров. А во время Пасхи местные жители соревнуются, кто быстрее спустится с вершины, не разбив яйцо в ложке. Также дирекция Национального парка Башкирия организовала для фотохудожников съемки проверки бортей. Бурзянский район славится бортничеством. Этот древний промысел культивируется и дирекцией Национального парка Башкирия. Бортничество передается из поколения в поколение. Халила Хакимова промыслу научил его отец. Ну, у нас в Национальном парке Башкирии, в Иргизинском лесничестве, где-то примерно вместе с колодами и с бортями считать, где-то 60-70 обслуживаем. У нас работают 2 бортовика, вот мы их обслуживаем. Как я вот начал работать с 2013 года, меда, конечно, не очень, так и погода там влияет, и, как говорится, развитие. До 30 только брали килограмм. В прошлом году вообще не было у нас меда. Все зависит от развития пчел, от природы, от погоды. Все зависит от развития пчел, вот пасеки как развиваются, потому что большинство бортя, колоды заселяются вольные роя, которые улетают. Если есть, вот в этом году более-менее вот это развитие пчел хорошее и роения хорошие, я надеюсь, что осенью мы придем, проверим и нормальный результат получим. Супруга Халила, Гузель Хакимова, работает в Национальном парке инструктором по туризму. Кроме того, Гузель ведет большую работу с детьми. Детский экологический клуб «Лесовичок» был образован в 1998 году, и с начала его образования мы ведем экологическую работу с населением, участвуем в различных акциях, проводим всякие, вот, например, проект у нас в этом году «Пусть всегда будет липа». Мы посадили саженцы липы, посадили также деревья липы из семян и благоустраиваем родники. Это наш проект «Живи, спасти Беликейку» называется. Также проект реализуем «Живи дерево». В течение всего у нас есть кружок. Дети посещают этот кружок каждую неделю, 2 раза в неделю. Участвуем во всяких фестивалях, проводим мероприятия с местным населением,
классные часы с участием членов детского экологического клуба «Лесовичок». Кстати, параллельно взрослым конкурсом «Живая природа Башкортостана» проводится и республиканский детский конкурс «Природа глазами детей». Участники фототура «Мастера объектива» оценили детские фотографии, присланные на конкурс, и определили лучшие работы. Слышав уже несколько раз о некоторой горящей горе в соседственном погосте музаларских башкирцев, лежащий вознамерился я осмотреть оную. Я туда отправился 26 числа поутру, провождаем хладноватой погодой, которая вчерашнего вечера после выпавшего граду наступила. Так описывает начало своего путешествия по территории нынешнего геопарка Янгантау известный естествоиспытатель и путешественник Петр Симон Паллас. Башкирское отделение Русского географического общества уже не в первый раз следует по следам Палласа. Зимой этого года прошла снегоходная экспедиция. На этот раз в места, описанные путешественником, отправилась новая экспедиция. Здесь, недалеко от села Лаклы, начинается подъем к знаменитой Лаклинской пещере, впервые описанной Палласом. В 60-х годах прошлого столетия ей был придан в статус природного памятника. По преданиям, в этой пещере скрывался национальный герой Башкортостана, сподвижник Емельяна Пугачева Салават Юлаев. Кстати, по словам директора музея Салавата Юлаева Зили Садыковой, именно в селе Лаклы пойманный Салават был впервые подвергнут публичному наказанию – битью кнутом. Лаклы – татарская деревня со своими традициями и устоявшимся бытом. На местном празднике лаклинцы показали гостям Сабантуя театрализованное представление «Казылык-Аши», связанное с приготовлением национального блюда из конины. А в башкирской деревне Урманчи участники экспедиции знакомятся с представителем древнего рода охотников, основателей деревни Сафуаном Саидгалиным. Один был урманцы, основатель этой деревни. Вот от него вот идет Мордас, который учил Салавата Юлаева, знаете, нашего героя, бороться. Потому что у меня родная была отсюда где-то 24, два конских перехода меня быстро, чтобы доехать, за час они смогли. Сафуан руководит местным ансамблем кубызистов, виртуозно играет на многих музыкальных инструментах. Но главное, Сафуан создал в доме своих родителей музей быта башкир. В этом этнодоме можно жить и даже готовить традиционную пищу башкир. По непролазной чаще Сафуан ведет нас к старой, так называемой каторжной дороге. По ней царские солдаты уводили в Сибирь бунтовщиков и врагов государства. Все вокруг заросло травой и кустарником, но следы каторжной дороги все же остались. Вот здесь граница вот это идет, уже все вот проросло там. Заброшенное все это, сейчас даже незаметно. Там поля были уже, перепахали всю дорогу-то. Вот редкое место осталось здесь. Километра 2, наверное, вот так. Вот две просеки, которые идут. Рядом дорога наша деревня Урманчино была раньше. Из-за того, что здесь проезжала каторжная дорога, это солдаты, охраняющие каторжников, они грабили деревню, там лошадей брали, поэтому народ несколько этих конвоев уничтожил, освободил этих каторжников, и сами, там болото большое было, переехали
за ратник, за болото туда. Сейчас в настоящее время там находится деревня Урманцы. Да, раньше после боев Салавата много хуторов было. Их населяли, чтобы они присматривали за башкирскими населенными пунктами. Возле деревни там 2 русских хутора или 1 татарская деревня вот основали. Давайте. То, что вы пишете, то, что видите. Да. Не придумывайте. Все. На живописном берегу реки Юрюзань в окрестностях села Малаяс встречаемся с нашими юными коллегами. В эти дни на территории Салаватского района проходит детская научно-исследовательская экспедиция, которая проводит мониторинг воды, воздуха, почвы в геопарке. Благодаря президентскому гранту, выигранному Демским местным отделением Русского географического общества, юные экологи из детского эколого-биологического центра «Росток» занимаются здесь археологическими, биологическими и эколого-химическими исследованиями. В этом году мы получили грант, и за счет этого мы приобрели учебно-полевую лабораторию. И с ребятами мы изучали состав воды, определили концентрацию кислорода, определили количество анионов, хлоридов, сульфатов, катионов, железа. И получилось так, что у нас вода в реке Юрюзань хорошего качества, pH 8,5. Полевые исследования ребят из центра «Росток» высоко оценивают международные эксперты ЮНЕСКО. Иностранные гости геопарка Янгантау нашли время пообщаться с участниками детской экспедиции. Можете объяснить сейчас? Тут мы изучаем свойства воды. Мы определяем его цвет, запах, вкус, привкус. Для учащихся школ Демского района Уфы поездка в геопарк – это не только научное исследование, но и живое общение с природой, приключения на свежем воздухе. Кстати, итоги своей поездки ребята представят в будущем на различных научных конференциях в виде рефератов. В течение 6 дней с 24 по 29 июля наши ребята, обучающиеся в центре «Росток», наиболее одаренные дети, с нашими педагогами выехали на территорию Салаватского района. Именно здесь у нас состоялась научная школа. Научная школа в таком формате проводится уже 2-й раз. В прошлом году мы выезжали в Башкирский государственный заповедник. И научная школа – это вот не только турпоход в природных условиях, а здесь целью нашей научной школы было посвятить ребят, научить их методикам гидробиологии, орнитологии, биохимическим каким-то методикам в полевых условиях, то есть изучению флористического покрова именно этой уникальной территории. Почему именно Салаватский район? Вот именно здесь сейчас планируется создание уникального природного комплекса, еще не существующего у нас в России геопарка. Такой природной территории пока не существует нигде, вот, поэтому мы всецело включились в работу и уже надеемся, что ребята не только осмотрят первичную территорию, но и погрузятся, соберут научные материалы. И они собрали очень много научного материала с презентацией потом на конференции. И будут активными участниками по созданию данного памятника природы. Завершаем свое путешествие по геопарку в музее Салавата Юлаева в селе Малаяс. Здесь выставлена уникальная экспозиция фоторабот российского фотографа Прокудина-Горского. Эти первые в истории российского государства цветные фотографии были сделаны на территории нынешнего геопарка Янгантау в 1910 году.